Поговорить о проблемах, найти пути их решения и наладить диалог с народом. Для общения с жителями Икажева приехали представители МВД, ГИБДД, наркоконтроля республики. Гости признают, проблем много, и все они требуют неотложного решения. Много жизней в этом году унесли аварии на дорогах. По данным ГИБДД, за неполный год произошло 185 ДТП, в результате которых десятки погибших, в том числе и дети, сотни пострадавших. В текущем году госавтоинспекцией выявлено порядка 350 тысяч административных правонарушений. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. На территории республики совершено возбуждено 94 уголовных дела за управление транспортным средством в состоянии опьянения. То есть это 94 человека, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно. То есть их раньше привлекали к административной ответственности, теперь их привлекли к уголовной ответственности. Порядка 200 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Безопасность детей беспокоит завуча 6-й школы Икажева. Новое учебное заведение находится рядом с дорогой Икажева-Сурхахи. Школьникам, чтобы попасть в Альма-Матер, нужно преодолеть пешком не 100 метров пути. А гоняют по дороге знатно. Вместо разрешенных 60 некоторые водители набирают на спидометре все 160, а заинтересуются, как безопасно перейти дорогу. Пешеходный переход есть, как и искусственные неровности. Но это все равно не гарантирует безопасность детей. Вы знаете, приходится, во-первых, и встречать этих детей приходится, и провожать этих детей приходится. В большинстве стараемся задействовать и наши старшие классы. Но, тем не менее, это не в их создавшейся ситуации. Машины летят, они нет, они летят. Мы рассмотрим вопрос именно укладки искусственных неровностей, меры принятия должен. Изменить статистику сможет только сознательность граждан, которую нужно прививать с детства, отмечают на встрече. Мер, принимаемых органами правопорядка, по всей видимости, недостаточно. Должно быть порицание в обществе, уверены участники встречи. Далее по списку обсуждений еще одной злободневной проблемы – наркомании. Правоохранительными органами в этом году выявлено 542 преступления в сфере незаконного оборота наркотиками. 300 человек задержаны. Причем в списке как дети до 14 лет, так и пожилые люди. Как сообщили в наркоконтроле, на сегодня на учете в психоневрологическом диспансере около 2000 человек. За неполный год список употребляющих увеличился на 160, причем все больше женщин. 80. Мери бахан исти хабари. Амасхан толгой камцирихам. Аллах биби бачу, муча бачу махача. Правоохранители и представители общественности едины во мнении, что действовать нужно сообща, не делая поблажек тем, кто приступает закон. Это касается и тех, кто торгует или хранит незаконно огнестрельное оружие. В этом году зафиксировано около 240 таких случаев. 241 сагуджи, которые будут привлечены к уголовной ответственности. Условно Хейлос или с реальным сроком отбывания наказания. Вей у мехкар нахбушаныш, вей тейпан нахбушан, вей цагар нахбу, вей гаргл нахбу, вей мехкар нахбу, вей царм диви дергиш, бидох кумадацию. Насколько это возможно, каждые 3 месяца мы проводим эти мероприятия, связанные с... Прежде всего, мы вот так вот на сходах месяц, 1,5 месяца периодически доводим информацию до населения, что оружие, незаконно хранящееся у населения, его надо сдать. Оружие днем раньше, днем позже происходит выстрел. Оружие, предназначение огнестрельного оружия – это уничтожение живой силой. Предназначение – эзецу герзи. Цухожи али, хожи али, дождь солин кайси, тато ей тепштири, топтири, сагувей, лозувей. Этих случаев огромное количество. Полковник полиции напомнил, что законом предусмотрена сдача оружия за вознаграждение. Гражданин может передать в органы МВД огнестрельное оружие, боеприпасы и получить за это деньги. Представитель МВД заверил, что гражданин, сдавший оружие, освобождается от ответственности. Каждый в зале высказал свое мнение относительно обсуждаемых тем. Всех объединяет то, что они переживают за свою республику. Мы знаем, насколько сегодня мы теряем своих людей, теряем молодежь. Мы знаем, сколько у нас гибнет, сколько лечат.
Поэтому хоть как-то донести до населения, что не надо так, ездить не надо, надо соблюдать законы, надо соблюдать правила дорожного движения. Мы же не хотим, чтобы разом мы все ушли с этого мира. Мы хотим, чтобы у нас и республика была, и население было, чтобы жили здорово, чтобы мы жили не хуже других субъектов, чтобы мы жили намного лучше, старались ли это. Вот поэтому такие вопросы ставим и проводим такие мероприятия. Всего за этот год прошло свыше 20 таких встреч. Представители МВД общались с жителями республики во всех муниципальных образованиях региона. Эту работу планируется продолжить и дальше. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Новости 24.